История зарождения канадской студии телевидения начинается с 1 декабря 1993 года. Первопроходцами телевидения являются Валентина Трифонова, первый директор студии телевидения, Олег Дрожжин и Александр Кузьмин. 1 декабря 1993 года в 10:30 утра канадцы впервые увидели себя на голубых экранах собственного телевидения. Первыми журналистами, которые внесли огромный, колоссальный вклад в развитие городского телевидения, были Владимир Лапин, Ирина Гонтар, Галина Коновалова. Первопроходцы всегда останутся у истоков большой истории. Дмитрий Золотухин – второй директор канадской студии телевидения. В 2005 году директором студии телевидения был назначен работавший здесь оператором Дмитрий Золотухин. Под его руководством работали оператор-монтажер Владимир Степанов, художник-педагог Тимур Кашкаров, корреспонденты Ирина Цветкова и Людмила Шурекова, ведущая новостных передач Елена Долгова, начальник информационного отдела Наталья Кузьмина. Работу на телевидении Дмитрий Вячеславович в первую очередь отмечал интересной, но довольно сложной. Цитата: «Это общение с различными людьми, познание новой техники, внутреннее удовлетворение». Самое большое развитие канадского телевидения получило после смены управления. В 2007 году на аукционе телевидение приобрел Владимир Тимофеев, ныне мастер связи Российской Федерации, создатель организации по предоставлению услуг кабельного телевидения и интернета, активный сторонник новаторских идей, технических и технологических новшеств. Ретранслировали 16 федеральных каналов. Пошла молва по городу, что начали кабельное телевидение подключать. Соответственно, пришлось набирать рабочих для того, чтобы произвести монтажные работы для подключения. Но так как они ничего не знали, мне приходилось их обучать самому лично. Ну и что хотел бы сказать, мы выполняли строго по букве закона, требования были очень жесткие. Начали знакомить с руководителями хозяйственных субъектов. Я был тогда молод, энергичен, амбициозен. Город для меня новый. Мне интересно было знакомиться, познавать. И, соответственно, хотелось создать мощную компанию, которая могла бы оказывать качественную услугу и подготовить крепких кадров для того, чтобы обслуживать данные сети сооружений связи. Владимир Александрович провел большую работу по развитию системы спутниковой связи и кабельного телевидения в городе Канаш, поселке Вурнары и городе Волжск, республике Мариэл, благодаря чему более 200 тысяч человек стали пользоваться современной системой связи. Необходимо отметить, что финансовые вливания и идеи Владимира Александровича вывели канадское телевидение на республиканский и российский уровни. Хочется вспомнить заслуги Валентины Полукаровой, которая много лет прекрасно руководила городом. Именно она дала зеленый свет Владимиру Тимофееву при внедрении в Канаше высокотехнологических услуг. Канадское телевидение гордится своими сотрудниками, партнерами, друзьями. Валентина Введенская с 1996 по 2000 год являлась нештатным сотрудником канадской студии телевидения. Около 6 лет на телевидении выходила передача «Поэтический портрет», которую и вела Валентина Павловна. Изначально данная передача начиналась как телепубликация местных поэтов. Через некоторое время она переросла в просто портрет, рассказывающая и раскрывающая образ наших современников, живущих с нами рядом, их творчество. Это мог быть кто угодно, человек любой профессии, с любым взглядом на жизнь. Уже и возраст подошел, уже не рады льготам, пенсиям, но День Победы вновь пришел. Его мы встретим ярко, весело. Наденьте ваши ордена, забудьте все печали, горести. Пусть будут ваши имена почетом и вершиной гордости. Светлана Рассадникова, поэт, писатель, ведущая передач, невероятно талантливый, творческий и открытый человек. Ее передачи всегда были наполнены любовью. «Поэтический портрет», «Достояние», рейтинги передач всегда были на высоте. Когда видишь жизнерадостных, пышущих здоровьем людей, закаленных, невольно на ум приходят именно эти строчки. В здоровом теле здоровый дух, гласит народная мудрость. И героем нашей сегодняшней передачи будет миловидная женщина, которая всю свою жизнь следует этой народной мудрости сама и ведет за собой молодых. Слова любви не говори, ты сердце мне испепелил, с мольбою смотришь на меня, прочь ждет непрошена слеза.
Свеча уж скоро догорит, ты встретишь новый день один. Тебя прошу я, не ищи, с любовью впредь ты не шути, слова любви не говори, ты сердце мне испепелил. С мольбою смотришь на меня, блестит непрошена слеза. Слова любви не говори, ты сердце мне испепелил. С мольбою смотришь на меня, блестит непрошена слеза. Она много лет сотрудничала с телеканалом. Тамара Золотухина более 4 лет проработала в КСТ на общественных началах. На городском телевидении было много самых разнообразных тематических передач, но работа образовательных учреждений освещалась слабо. На заре развития телевидения Тамара Евгеньевна начала готовить и вести передачу в круге образования. Со слов Тамары Евгеньевны, начинать новое дело было боязно, но страх быстро прошел, так как она хорошо представляла работу образовательных учреждений города. Передачи снимали вместе с сыном Дмитрием, который в то время являлся директором студии телевидения. То Новый год уже стучится в нашу жизнь, стоит у порога и давным-давно в наших мыслях, сердцах, настроениях. Наталья Кузьмина начала работать на телевидении в 2003 году. Будучи начальником информационного отдела, она умело строила работу. Сама могла подготовить репортаж или сюжет. Несколько лет была главным редактором. Вела передачи. Внесла в программную концепцию интереснейшие передачи. Лично организовывала интервью с уважаемыми жителями города и республики. Вела прямые эфиры. Евгения Юрьевна Соловьева работала в составе творческой группы КСТ по подготовке проектов «Твори добро», «Мисс Канаш», «Одаренные детки». Работала с рекламодателями. Внесла огромный вклад в развитие коммерческого рекламного отдела. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Дорогие друзья, примите мои самые теплые и искренние поздравления с 30-летним юбилеем. Вы действительно уникальные люди, талантливые, по-настоящему увлеченные и преданные своему делу. Желаю вам никогда не изменять себе, развиваться столь же динамично и успешно. Очень рада, что мне посчастливилось работать с вами. Самыми памятными моментами для меня стали участие в творческом проекте «Одаренные детки», съемки клипов. Самому первому клипу уже 20 лет. Спасибо вам большое, что дали возможность почувствовать на себе, каково это быть актрисой, артисткой. В памяти на всю жизнь останутся только теплые и радостные моменты. Ваша Зиля Валиулова. Людмила Геннадьевна Шурекова. Будучи корреспондентом КСТ с 2005 и главным редактором с 2009 по 2011 годы, готовила репортажи как на русском, так и на чувашском языках. Любой, даже самый сложный материал она готовила с легкостью и большим желанием. Люди доверяли ей и с удовольствием соглашались на интервью. Людмила Шурекова всегда была душой телевидения. Вела новостные и информационные передачи, которые удостоены наград. Ее талант и умение подавать информацию вдохновляет. Праздник еще продолжается. Впереди очень много ярких и красочных мероприятий. Ну а я передаю слово Олесе Григорьевой. Она вам расскажет, как проходит празднование Дня Республики в городе Канаше. Олеся Григорьева более 13 лет являлась главным редактором канашского телевидения. Сегодня в программе конкурсы, концерты, спортивные мероприятия, массовые гуляния. Внесла большой вклад в развитие. Более 10 лет вела информационную программу «Вести недели». Вопросы жилищно-коммунального хозяйства на первом месте. Изменения в жилищном кодексе, повышение тарифов и другие острые проблемы обсудили в ходе совещания с участием председателей советов многоквартирных домов. Успешно организовала работу с рекламодателями, партнерами студии телевидения. Ее передачи любили и ждали. Многие жители города обращались к ней за помощью.
ведь телевидение в Канаше всегда было в первую очередь для его жителей. Галина Германова, основатель новостной передачи Канаш ень хабарасим. Более 5 лет она рассказывала о самых значимых мероприятиях Канашского района. Программа много лет была одной из самых рейтинговых. Сюжеты готовились быстро. Актуальная информация попадала на экраны телевизора за считанные часы. Весь Канашский район с нетерпением ждал выхода пятничного вечернего выпуска. Гузель Хисамова, автор самой вкусной передачи «Званый ужин в Канаше», которую снимали в гостях у канашцев. Ведущие с удовольствием принимали все организации города, так как много лет Гузель Хисамова бок о бок проработала с предпринимателями города и республики. Известная, творческая, талантливая. Ее передачи вдохновляли не только женщин, но и мужчин. Вот Анюта нам приготовила замечательный ужин, и которым сейчас она нас будет всех почивать. Я так думаю, что блюда у нее получились очень изысканные, необычные по названию, по содержанию. Ирина Витальевна Константинова более 10 лет готовила новостные программы на русском и чувашском языках. Успешно переняла эстафету и продолжила вещание программы Канаш ень хабарасим. Принимала активное участие в организации мероприятий студии телевидения. Каждый ее материал наполнен интересными фактами и душевными интервью. 12 декабря основному документу Российской Федерации, Конституции, исполняется 20 лет. Давайте узнаем у горожан, что они знают об этом. Основные правовые законы. А сколько лет исполняется Конституция? Ну, сейчас вроде 2013, значит, в 2014 ей будет 23 года. На всех съемках Ирина Константинова легко общалась с людьми. В ее передачах чувствуется душа. Скажите, пожалуйста, что такое основной документ Российской Федерации? Конституция. Так, что вы знаете о ней? Ну, все права и обязанности записаны в ней. Марина Баринова, ведущая одной из самых долгожданных программ «Цветы в гостиной». Для того, чтобы поздравить своих близких, люди к ней приезжали и из других городов и районов. Пятничную передачу любили и ждали. Марина Баринова знала в лицо заказчиков поздравлений. Это была история длиной в 10 добрых лет. И если даже мы каждый год будем отмечать дни рождения и даже юбилеи, в душе нам все равно 18. Ведущих за 30 лет истории было много, всех и не счесть, но каждый строил эту историю, каждый внес огромный вклад. Ведь жители города и района видели жизнь Канашского края глазами творческих и невероятно преданных своему делу корреспондентов, ведущих и авторов программ. Видеооператоры, монтажеры, Дмитрий Ведерников, Евгений Назаров, Павел Павлов и многие другие кадр за кадром ковали историю телевидения. Техники эфира Николай Петров, Олег Васильев, Андрей Алексеев каждый день 24/7 размещали в эфире любимые программы наших жителей. За эти 30 лет ни на минуту не был остановлен эфир. Бойцы невидимого фронта, вклад которых неоценим. Не было бы сегодня у всех на слуху канашского телевидения, если бы не специалисты кабельного телевидения и интернета. Именно они каждый день улучшали качество картинки. Мансур Зинатуллин, Вячеслав Федоров, Павел Филиппов, Василий Антонов и многочисленный состав технических сотрудников. Благодарим вас за огромный вклад. Наталья Шулова, Ольга Силантьева, Ирина Никонова и многие другие. Сотрудники, без которых не было бы слаженной внутренней офисной работы с бумагами. Грамотность, знания, быстрые решения. Важные качества, которыми обладает каждый сотрудник. Хочется выделить нынешний коллектив, который каждый день без выходных обеспечивает досуг канашцев. Вера Дмитриева, Ольга Косарева, Валентина Павлова, Александра Кузьмина, Светлана Никитина, Татьяна Мурзукова, Дарья Александрова, Юрий Тимофеев, Сергей Егоров, Олег Гаврилов, Раиса Тимофеева, Зинаида Петрова, Андрей Артемьев. Вклад сегодняшних сотрудников является основополагающим, ведь именно от них сегодня зависит будущее телеканала. Каждый из них много лет трудится и отдает всего себя любимому делу. Эти люди – лицо нашего телевидения. Люди, которых узнает на улице каждый житель города Канаша. Татьяна Владимировна Афанасьева в канашской студии телевидения работает техслужащей с 2002 года. Очень полезен всем нам труд Татьяны Владимировны. Для всех нас она наводит чистоту и порядок, за что мы ее уважаем и очень ценим. Напряженный труд работников студии телевидения отмечен многочисленными наградами. Награды канашской студии телевидения ежегодно обновляются, пополняясь все более новыми достижениями. Во всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития «СМИ-миротворец» студия
завоевала высокую награду. Стала дипломантом конкурса на лучшее освещение налоговой тематики в республиканских и местных СМИ, а также дипломантов 12-го ежегодного республиканского конкурса СМИ «Правопорядок» за выпуск рубрики по сводкам ОВД, а также победителем республиканского конкурса средств массовой информации в номинации «Лучшая подача молодежной тематики». Участвуя на региональном этапе Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», КСТ была удостоена диплома первой степени. КСТ стала лауреатом республиканского конкурса СМИ на лучшее освещение пенсионной тематики в номинации «За верность теме». Наград, дипломов сотни. И все это результат труда огромного коллектива. Журналисты, ведущие, авторы программ, операторы, монтажеры, режиссеры, закадровые специалисты. Именно вы – история. 30-летие канашского телевидения – значимая дата и для истории города Канаша. Ведь благодаря телевидению о канашцах узнают и на российском уровне. Значимость телевидения в жизни города высока. Ведь не в каждом небольшом городке люди имеют возможность видеть себя, своих родных и близких на экранах телевизоров. С днем рождения, Канашская студия телевидения! С днем рождения, любимый телеканал! Дальнейшего роста, побед, актуальных программ, новых идей. 30 лет – это только начало.